Суроо беруші сөз Қожағұлы Гүл Ахматқұлына беріледі. Рахмат, Нурлан Мырза. Гульшат Кадыровна, у меня здесь же вы вносите целый пакет изменений и дополнений в закон. Вот в законе об акционерных обществах у меня возник вот вопрос. Статью 62 служба внутреннего аудита. Да, я понимаю, что нужно вносить такие изменения, внутренний аудит он необходим. Ну, здесь, знаете, такое вот вы вносите, что требования к членам службы внутреннего аудита могут быть установлены Кабинетом министров. Речь идет о законе об акционерных обществах. Вообще требования как бы в целом финансовом едины, а именно в акционерных обществах почему Кабмин будет устанавливать? Это же все-таки добровольно такое общество, правильно? Физических, юридических лиц. Гуль Ахматулловна, если позволите, можно отвечу? Да, пожалуйста. Гуль Ахматулловна, вот сейчас как раз вопрос взаимосвязан, если позволите, сейчас сразу скажу. В целях данного закона, закона об акционерных обществах и в целях закона о рынке ценных бумаг, в определении мы даем, что такое служба внутреннего аудита, кем он избирается, все-таки он избирается самым высшим органом, это общее собрание акционеров. Я это все прекрасно понимаю, да. Почему требования определяет Кабмин акционерным обществом. Вы в закон об акционерных обществах, и вот будет Кабмин определять акционерным обществом, кто может быть аудитором? Мы лишь через... Здесь же какое-то идет вмешательство, правильно? Вы это не видите? Если мы говорим об интересах инвесторов, то здесь вот явно не интересы инвесторов преследуются. Кабмин будет диктовать, каких аудиторов назначать? Требования. Это же вот это все подразумевает, скрыто это все. Гуль Ахматқуловна, просто требования квалификационные для аудиторов, они действительно устанавливаются Кабмином, потому что это лицензируемая деятельность, и требования, они действительно прописаны именно Кабинетом министров. Гульшат Кадыровна, я вынуждена вас прервать по одной причине, потому что здесь в статье 62, вы посмотрите, пожалуйста, здесь четко написано требования к членам службы внутреннего аудита. Требования к членам аудита. Дело в том, что там не говорится квалификационные требования. Или вы должны конкретно говорить, или здесь вот требования, которые будет диктовать Кабмин. Кабмин многие может выставлять свои требования, Гуль Ахматқуловна, мы обязательно этот вопрос учтем и сделаем там дополнение, чтобы это было четко прописано. Ну да, чтобы на самом деле государство уже лишнее не брало на себя какие-то ответственности, включая именно такого жесткого контроля акционерному обществу. Хорошо, спасибо, я услышала. Да, и вопрос к закону о ценных бумаг, да, идет. Там, знаете, такая статья, вот мне хотелось бы уточнить, 26-я. О рынках ценных бумаг. Вопрос именно размещения ценных бумаг при их публичном предложении. И пункт, часть 7. После выпуска и размещения зеленых, социальных облигаций и так далее. Да? Скажите, пожалуйста, все-таки какие конкретно понятия, да, чтобы граждане понимали, о каких социальных и зеленых облигациях идет речь? Гуль Ахматқулловна, позвольте, пожалуйста, я отвечу. Мы в целом вначале даем в понятийном аппарате, что такое зеленые облигации. Облигации это вот связано это с таксономией, они, раз уж привлекают через зеленые облигации, они привлекаются на реализацию именно зеленых проектов. Вот. И поэтому мы закладываем механизмы контроля целевого назначения полученного финансирования, чтобы они именно направлялись на зеленые именно проекты, так называемые. И что касается социальных облигаций, тоже вот у нас есть практика, когда банки выпускают для социальной поддержки женского предпринимательства, например. Нет, это понятно, то, что вы конкретно там уже определяете, но здесь вот в целом прописано все обо всем и ни о чем. Обратите внимание и на часть 8, там, где информация о результатах проведенной и так далее. Да? Давайте вот по этим статьям мы немножко все-таки надо будет поработать. Хорошо, Гуль Ахматқулловна, поработаем. Гуль Ахматқулловна, мы обязательно проработаем и более четко пропишем, что такое зеленые облигации и конкретно на что направлены будут они. Спасибо за вопрос.